порепетируем вот это. Сынок, посмотри, это полярная звезда. Она самая яркая звезда. А ты знаешь, сколько же? Мы учимся в школе Стартамакской РЦДО. И учителя заметили, что у Мурата способности к пению и начали заниматься. Мы сначала выступали на школьных концертах, и учительница нам предложила, чтобы мы поучаствовали здесь, попробовали свои силы. Вот. Но так как сначала он немножко побоялся, как бы один, большая сцена, такое предложение поступило от учительницы, в общем, чтобы мы вместе с ним выступили. Ну и вот решили попробовать. В общем-то, вроде удачно. Наши следующие участники – Мурат Тукаев и Руфина Тукаева. Песня Дениса Майданова «Для чего мы на свете живем». Это же развитие жизни. Если не будешь развиваться и будешь просто сидеть, ну это же неинтересно. Слушай, я всегда за вот такие действия, там какие-то на сцену, там что-то рассказать, что-то какое-то выступление. Я подумала, почему бы и нам не попробовать, не поучаствовать. У меня дочка очень творческая. Они абсолютно спокойные. И я сама за них спокойная, что они все знают, все справятся, но внутри все равно. Правда, не показываем. Ты рассказываешь такие смешные истории, что потом еще долго ходишь. У нас ежедневные репетиции, 1,5 часа мы танцы учим, старые повторяем, полчаса мы стих какой-нибудь учим, новый или повторяем. По ночам я сижу, им костюмы шью, стараюсь костюмы шить вот из мусорных мешков, такие вот, из ложек пластиковых, из стаканчиков. Но сейчас я тоже участвую в драматической постановке, играю «Дог-бульдог». Мы показывали постановку в первом этапе. Там была затронута тема привязанности детей к телефону, что телефоны все-таки не заменят друзей настоящих. Дети как дети, для меня как обычные дети. Вот даже взять аутистов, которые просто аутисты, вот пенсию, грубо говоря, получили и не занимаются. И наши дети, которые занимаются, это черное и белое. Даже вот в больницах говорят, что видно, что детьми занимаются. Любого аутиста можно сделать так, что он не видно будет аутиста. И вот посторонние люди, когда говорят, а у вас дети инвалиды, я говорю, да, так с удивлением смотрю, какой же диагноз? Это вообще, говорит, близко, говорит, не инвалиды. У них не похожи они. Принятие пришло, наверное, через полгода примерно, когда я поняла, что у нас есть диагноз. Было очень страшно, очень страшно. Думалось о том, что жизнь закончена. Очень было страшно, даже непередаваемо. Слезы, отчаяние были. Потом я поняла, что это мой ребенок, и она такая же обыкновенная, как все дети. А пришлось принять, потому что ты видишь, ты знаешь, что ты ради этого человека сделаешь все на свете.
Вот, ну просто это ты знаешь, что ты его родила, это твой ребенок. Ты никуда его не денешь, никуда, ну все, это вот оно твое. Значит, так было нужно. Ксюше было 5 лет еще так. Ну, спустя, наверное, месяца 3-4 уже совместного проживания, то есть она уже первый раз называла меня папой уже. То есть своих детей у меня еще не было. Потом только уже появилась, что я вот, ну, младшая. Но я не придавал какого-то там особенного вот этого там, ну, что-то там. То есть она в здравом уме, то есть, ну, единственная проблема, что опорно-двигательный аппарат, все. То есть в этом ничего я не вижу плохого. Некоторые люди стыдятся вот выходить на улицу, то есть говорить об этом, рассказывать про это. То есть как-то они как затворники живут, но мы нет. Как-то изначально я не придаю этого особого какого-то там значения. То есть мы вполне обычная семья, она вполне обычный ребенок. Также все живем. Ах, как хочется просто петь, подставляя солнышку руки, чтобы много успеть суметь, чтоб не мучила боль разлуки. Ах, как хочется с горки вниз, чтоб сердце громко стучало, чтоб желания все сбылись, чтоб опять начать все сначала. Ах, как хочется передать эту радость родным и близким и успеть жизнь смысл понять, земле поклониться низко. Спасибо. Ксения Копыркина. Первые эмоции, как, пап, ну как, хорошо, и, то есть выступила прям вот нормально, все отлично. Я говорю, отлично, все хорошо, то есть, ну, запнулась, ничего страшного, то есть, ну, бывает такое. Не обращай внимания, говорю, главное, что выступила. Это вообще очень здорово, что есть таланты какие-то, то, что можно развивать. Вот. Не просто так мы сидим на одном месте, как говорится, где-то он еще немножко и рисует. Тоже мы стараемся и в таких конкурсах участвовать, где рисуют очень много. Пока еще только в школьных выступали конкурсы, так скажем, да? Но ему приятно, что там занял там, 2-е, 3-е место. Пусть даже не в певческих, а рисовании там, или где-то. Вот любые конкурсы, он везде. Это раскрывает человека, то есть оно, ну, перестает думать, что вот это вот какое-то там, как раньше говорили, там, проказа какая-то, вот они там боялись на улицу выходить, еще что-то, то есть элементарно даже вот был случай, что мы ходили, в парке у нас был городской парк, у нас там было какое-то мероприятие, и вот мы, все люди оглядывались, еще что-то там, вот там, ну, столько инвалидов, то есть все вот как-то вот так вот они. Нам всем все равно было, просто прям все равно. Ну, то есть мы одна дружная, большая, вот, как сказать, семья. Мы даже внимания не обращали на это. То есть как бы вот это для этого, наверное, надо. Больше для воспитания какого-то в себе характера, что не обращать на таких внимания, которые именно вот плохо думают. В школе Ангелина постоянно ведущая во всех праздниках, стихи рассказывает, поет. И мы подумали, почему бы в таком большом конкурсе не попробовать свои силы. Нужно пробовать, они могут, они все сильные дети. Они, считаю, даже сильнее, чем простые дети. Ну, конечно, их называют особыми. Я не знаю, почему их так называют, а на самом деле они обыкновенные, такие же детки. Агния Барто в театре. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Но в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете! Я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре! Как я этого ждала!
чего? Я номерок внизу искала и, наконец, нашла его. А тут как раз зажегся свет, и все ушли из зала. Мне очень нравится балет. Ребята мне сказали. Ангелина Ибрагимова. Самое главное понять душу ребенка, я так думаю, да? Понять, о чем они мыслят, о чем они думают. Они раскрываются, как обычные дети. Если они по физиологии там чего-то не могут достичь, а своими мыслями, силой своей духа они смогут достичь очень многих целей. Естественно, мы не везде можем выехать, мы не везде можем пойти. Куда-то на какой-то концерт мы не можем сходить, просто потому что мы на коляске. Ну, а куда деваться? Мы решили сами участвовать. Бывали такие случаи, что даже сегодня здесь вот заходишь, допустим, все там дверь помогут поддержать, еще что-то. А бывают такие, что, ну, вперед нас, допустим, заходит, захлопнул дверь. Ну, то есть, ну, не обращать внимания на этот человек, и все. То есть, я сам подержу дверь и сам закачу коляску. То есть, как бы вот так вот. Ну, не обращать внимания, наверное, на это. Больше к этому надо стремиться. То есть, живешь сам для себя, вот для ребенка, для вот таких вот моментов, что где-то там выступить, где-то что-то там. То есть, какие-то положительные эмоции, чтобы испытал ребенок, и чтобы, то есть, совместно все это испытать. И все это запомнилось.